Нравится вам в детском садике? Это место стало для детей уже вторым домом. Игровые и спальные комнаты, спортивный и актовый, залы, просторные коридоры с красочными стенами. Детский сад в гостях у сказки открыли в 2021 году. Объект рассчитан на 120 мест. Сейчас здесь работают 6 групп для детей разного возраста. Давно ты сюда ходишь? Да. Чему ты научился за это время? Буквы научил. Весь алфавит закончил. Слова научились писать. Друзей нашел ты? Нашел. Что это за друзья? Вот Халид, мой друг, он Исуп, Ахмед. А чем вы занимаетесь здесь вместе? Иногда стишки учим. Построили единственный детсад в Мужичи в рамках нацпроекта «Демография». До этого родители возили детей в соседние селения, чаще всего в Галашки, или отдавали бабушкам, дедушкам, чтобы пойти на работу. После открытия дошкольного учреждения, кстати, здесь смогли трудоустроиться 35 человек. دقول حقول خل مدير دي قيو يرتشك نزرعني بولشار نزرعني قول قيو نو اشت بلخش بولشار قيو يرتشك قول دق دقو شمن أحتوي دق سبيرش سسي شبر دو أخش دا سچارن دي كمو أمديات هنقالش صغر дари садикер дари разницу يحكمي. Еще одним рывком вперед в Мужичи со дня образования Ингушетии стало открытие школы в 2019 году на 320 мест. Взамен старой постройки 1957 года. Социально значимый объект решил главную проблему сельчан – двухсменный режим обучения. Сейчас в школе обучается около 280 детей. У нас получилась такая возможность, что мы смогли наших детей спортивно реализовать. И это была мечта не только наших детей, но и всех наших сосельчан. Благодаря этим условиям дети расширили свои возможности. Расширили возможности в творческой деятельности, в творческо-научной деятельности, в спортивной деятельности. Плюс еще ко всему я тут должна сказать, что мы держим тесную связь с Домом культуры. Дом культуры тоже дал большие возможности нашим же деткам. У нас тут идет и вышивание, у нас идет вязание. Спортзал, столовая, пищеблок и библиотека с высокими потолками, просторные классы. В новой школе условия самые современные. Это позволило создать целый ряд кружков, начиная от шахматного и заканчивая мини-футболом. Также в 2019 году провели капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте Мужичи. Это один ФАП на все население. Его построили 20 лет назад, так что он давно нуждался в преображении. ФАП вообще очень остро нуждался в ремонте. Там у нас потолки падали, полы проваливались, окна надо было заменить. Одним словом, полностью надо было отремонтировать. Мы обычно оказываем первую первичную помощь населению и ведем прием больных, наблюдаем за детьми, за ковидными больными, особенно вот эти последние 2-3 года. В сельском поселении Мужичи проживает больше 1400 человек. Здесь около 250 домовладений. Как заявляет местная администрация, на сегодняшний день в каждый дом подведены электричество, вода и газ. Эти ресурсы поставляются бесперебойно. Развитие сельских территорий это было в 2018 году. Вот у нас новый массив, вот микрорайон, можно сказать. Здесь проложен газ. Подземный проложен газ. Это экспериментальный вариант был. И на сегодняшний день он функционирует. Электроснабжение после этого, где-то в 2020 году, так частично реконструкция была электроснабжения. А водоснабжение нам полностью проложили новый водопровод в 2018 году. И мы уже как бы забыли проблему. В местной администрации отмечают, что уже запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Они уверены, что здание станет отличным местом для проведения соревнований и тренировок для спортсменов. Хава Газикова, Мухаммад Даскиев. Новости 24.